На прием к ведущим московским медикам записались больше 100 человек. Это пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, многие из которых принесли тяжелые операции на сердце и стоят на учете кардиологического центра. Врачи сегодня проводят осмотр и отбор на дальнейшее оперативное лечение. С самого утра в коридоре кардиологического центра РКБ очередь желающих попасть на прием к ведущим специалистам Национального института имени Бакулева. Проблемы у всех практически одни и те же – беспокоит сердце. При приеме у вас боль проходит? Да. Ну, это минут 5-7, иногда 10 минут. Какое расстояние нужно преодолеть? Метров 70, чтобы боль началась. Ахмед Алиев на сердечные боли жалуется давно. К ним теперь прибавились быстрая утомляемость и одышка. Мужчина рассказывает кардиологу, что даже обычная прогулка превращается для него в испытание. Посмотрев все анализы и данные обследования, медики решили провести повторное УЗИ и проверить состояние сердца. Ахмед Алиев признается, врачи его немного успокоили. Прием специалистов сегодня больше плановый. Экстренных хирургических вмешательств пациента не требует. Если у одних хронические болезни сердца и перенесенные операции, другие с такими проблемами столкнулись совсем недавно. К примеру, диагнозы сердечно-сосудистой системы ставят тем, кто перенес ковид. Коронавирусом заболела. Я уже 2 раза болела коронавирусом, и мне постоянно вот эти боли, загрудинные боли. И, честно говоря, как-то вначале я не уделяла на это внимание, но постепенно уже меня начали боли беспокоить. И я сегодня, узнав от приезда врачей, проконсультировалась и получила очень такой обнадеживающие ответы на все свои вопросы. Очень благодарна, что приехали врачи сегодня очень грамотные. Чаще всего сегодня врачи диагностируют ишемическую болезнь сердца и аритмию. На оперативное лечение забирают пациентов с клапанными патологиями, нарушениями ритма и опухолью сердца. В бригаде московских врачей наш земляк, сердечно-сосудистый хирург Национального медицинского исследовательского института имени Бакулева Магомед Мамилов. После ординатуры он остался работать ведущим в кардиологическом центре страны. Много диагнозов удалось поставить в первый день приема. Всех, кто пришел, это ишемическая болезнь сердца была. Он занимает одно из ведущих мест. Вот. Второй пациент был с нарушением ритма сердца, который надо будет делать радиочастотную аблацию. И был пациент уже ранее оперированный у нас в клинике, которым надо уже повторную операцию делать. Прием у нас проходит следующим образом. К нам приезжают пациенты уже с каким-то пакетом документов. Это выписка из больницы, эхокардиография, ЭКГ, холтерское мониторирование. И если есть какие-то диски коронарографии, МСКТ. Потому что наша задача – это посмотреть документы пациентов, оценить, показано ли им какое-то высокотехнологическое лечение в нашем центре или же показано наблюдение. В Ингушетии, как и во многих регионах нашей страны, болезни сердечно-сосудистого характера занимают ведущее место. Высокими являются показатели инвалидности. Ингушские медики вместе с центром Бакулева сотрудничают с 2018 года. Выездная бригада посещает республику 2 раза в год. В 2022 году на дообследование в клинику пригласили 30 маленьких пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Взаимодействие просто необходимо. В республике именно та помощь, которая оказывается на нашем уровне, она все-таки не охватывает все те проблемы, которые существуют. Поэтому первую экстренную помощь мы оказываем здесь, конечно, все, что надо экстренно сделать, мы делаем. А так, такие серьезные заболевания, как клапанная патология, патологии аорты, патологии, то есть больные на эту аортокоронарное шунтирование. Эти все больные консультируют, они, опять же, повторюсь, те, которые не требуют экстренной помощи, они в плановом порядке все ждут приезда этих специалистов, и когда они к нам приезжают, они их принимают и уже здесь проводят отбор. Кого действительно показано это хирургическое лечение, они их забирают к себе туда уже. Прием продлится до тех пор, пока не обследуют всех желающих взрослых пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы. Медики при необходимости останутся еще на 1 день. Рина Сычоева, Хамзат Халухоев, Новости 24.